Сыктывкарском местечке Коч-Панчит началась забивка свай под новый детский сад на 200 мест. На строительство объекта региональная казна направит почти 200 миллионов рублей. Первых дошколят здесь должны принять уже в следующем году. Впрочем, и 2022 будет богат на новоселье. Что и где строят сегодня, узнала Виктория Палкина. Жителям Сыктывкарского микрорайона Коч-Панчит некоторое время придется жить под шум своей бойной машины. Котлован под новый детский сад уже готов. Следующая строительная стадия – забивка свай. Для многих проживающих здесь семей этот шум приятный. По соседству нет ни одного детского сада. Да и на автобусе до ближайшего ехать минимум 15 минут. Это сейчас еще добавили маршрут 28. А так мы когда вот заселились, как было сложно. Еще и не заезжали автобусы. Все было очень трудно. Сдать объект подрядчик должен в декабре. Дальше долгий процесс получения лицензии, а потому новоселье однозначно планируют только на 2023. А вот в 3 сельских районах крупные образовательные объекты должны запустить в этом году. Школа на 400 мест в селе Помоздино Усть-Куломского района готова на 99%. У остальных объектов степень готовности намного скромнее. Школа на 600 мест в райцентре Прилузского района – 31%. Школа-детский сад в Устижме и того меньше – всего 21%. Именно она и вызывает сегодня особые опасения регионального Минстроя. Отставание от графика уже почти 5 месяцев. Большинство проблем у подрядчиков возникают еще на начальных стадиях. И все из-за некорректных проектов или заниженной сметной стоимости объектов. Все эти недочеты учтут уже на новых стройках. В этом году мы планируем начать 3 крупных школы. Это в микрорайоне Емвали в Эжве, города Сыктывкара, в селе Ижма школа на 600 мест, а также образовательный комплекс в селе Выльгард на 750 мест. В селе Ижма, да, мы полностью уйдем от второй смены и от ветхости здания, в котором сейчас находится образовательный процесс. Да? Вот. И по Эжве также будет полностью ликвидирована вторая смена в 30-й школе. Впрочем, несмотря на строительные сложности, в Минобрнауки уже прорабатывают и кадровый вопрос. Задумались здесь и о новых мерах соцподдержки для учителей. Каждый год к началу нового учебного года проводится очень большая работа и по привлечению молодых, в первую очередь, педагогов, и по удержанию тех, кто работает и кто имеет значительные результаты. Как правило, у нас кадровая потребность на начало года 300-350 человек. Сейчас у нас прогноз 280 человек. Но это в первую очередь традиционно большие города Сыктывкар и Ухта. Как правило, это учителя начальных классов, учителя иностранного языка, математики, русского языка. Закрыть кадровую потребность в тех же сельских школах должна помочь программа «Земский учитель». Благодаря ей уже удалось привлечь больше 30 педагогов. Муниципалов призвали активизировать и механизм целевого обучения. Сегодня по таким договорам обучается всего 230 студентов. Виктория Палкина, Олег Костромин, телеканал Юрган.